Бир нече күндөн бери Сокулук районунун Арал айылында 2 жашар баланын сабалышы коомчулуктун үрөйүн учуруп турган чагы. Тактап айтсак 3 февралда Сокулук аймактык ооруканага 2 жашар бала денесиндеги оор жаракаттар менен жеткирилген. Көп узабай баланын атасы баласын иш берүүчүсү сабаганын айтып чыкты. Баланын атасы Николай окуя боюнча буларга токтолду. Меня зовут Николай. Это было именно вот когда я обратился в больницу, да, уже отвез ребенка. Это было 3 февраля. То есть я увидел, что у ребенка на половом органе получается надрез, ну как сказали, надрез. И я сразу пошел к жене, говорю, надо везти в больницу. Поехали в больницу, там уже начались разбирательства, увидели это все, синяки, ссадины. Я уже стал говорить как есть, то есть уже все. Сказал, убьют, типа, буду говорить как есть, правду. А где вы были в то время, когда ребенка избили? Работал. У меня работа заключается в том, что я в 6 утра я ухожу, в 7 утра, и на обеде вижу их, на обеде спускаем детей кушать. На обед покушали, обратно все, и ушел дальше. И у меня рабочий день может и до 12 ночи быть, и до 9, и нету такого времени. И вместе с ним, то есть вот эта ругань, опять орать, вот это все, унижать, я не хотел этого. Он забрал Егора и пошел вниз, на кухню. Спустился вниз вместе с ним. Я начал это все делать, то есть плиты там издвигать, все. Потом где-то прошло полчаса, может даже чуть больше. Где-то полчаса, или может чуть больше прошло времени, я уже спустился вниз, к жене говорю, я заберу его все наверх. Он стоял уже без штанов. Я не обратил внимания ни на что. Я его в куртку закутал, снял себе куртку, закутал и понес в дом. А когда положил его на кровать, укрыл, он ай-яй-яй, я убираю, а там, это уже была последняя моя капля терпения. То есть я уже сказал себе, если я скажу, меня убьют, то пусть будет так. Значит, ребенка до этого еще били, да? Избили? В этот день его, да, в этот день, да, он на моих глазах его кусал за щеки. Там уши, то есть по-разному издевался над ребенком. А вот что? я не знаю, честно. Наверное, нравится этому человеку вот эти издеваться над всеми. А сколько ему лет-то? Кому? Этому человеку? Да. То ли 37, то ли 36. Он, как мне объясняли, у него игры такие. Он так играется. Мучить ребенка? Да. У него у самого, да, я к его семье, к его жене, к детям, к отцу. У меня нет к ним претензий никаких. И они не виноваты, что у них такой сын. Никто в этом не виноват. Как говорится, нельзя так говорить, но в семье не без урода. Они тут ни при чем, правда. Я ничего сделать не могу. Я пошел за своего ребенка. То есть я уже натерпелся этого всего. Ребенок тем более натерпелся. Николай буга чейин аялы менен да иш берүүчүсүнүн таяк жеп келгенин кошумчалады. Анын айтымында иш берүүчүсү буларга кулдай мамиле жасаган. Не выполнишь свою работу, где-то что-то еще. Если начинаешь ему перечить, он начинает злиться, начинает избивать. Вы сколько уже там работаете? Я работал полгода там. Полгода? Да. Но были такие моменты, что там были уже угрозы со стороны вот этого Александра Самаркина. Почему? Потому что если оттуда я уходил, то я уходил с кем-то. Увозили. То есть один я не ездил никуда, не разрешал. Он боялся, что, может быть, я сбегу, либо еще что-либо. А то, что говорят, вот это там... как правильно это сказать? Вот это просто все, да, уже. Как к рабам. Да, это правда. Он не отпускал никуда. То есть я просил съездить до бабушки с дедушкой. У меня бабушка просто дома с дедушкой. Я просился съездить до них, он даже туда не отпускал. Он говорит, нет, не поедешь, нет, не поедешь. Еще один был вопрос. Правда ли, что между вашим женой и вашим работодателем были близкие отношения? Да. И вы это знали? Да. И не были против? Нет. Для чего? Это ее желание, это ее жизнь, решала пусть сама. Я, не скрываю, мы много расходились с ней раз. 2 раза мы с ней расходились, сходились. Везде, в каждой семье есть ссоры, есть ругани, люди расходятся, сходятся.
Я тоже, я не исключение. А сейчас вы с женой вместе? В каком смысле? Ну, в браке или У нас официальный брак, но мы не живем вместе. И на тот момент мы с ней не жили вместе. у вас просто общий ребенок? У нас двое детей. То есть у меня дочка и сын. А дочка где? Тоже? Дочка сейчас находится с родителями жены. Они ее взяли к себе, она находится у бабушки. А С дочка дедушкой. Ей 4 года. Баланын атасынын айтымында баласын иш берүүчүсү мурун да сабап жүргөн, бирок ага каршы жооп кайтара алган эмес. Анткени башчысынан коркуп келген. Биз Николайдан учурда жубайы кайда экенин сураганыбызда ал палатада баласы менен бирге экендигин айтты. А она тоже здесь? она здесь, Она на данный момент находится сейчас с ребенком. возле ребенка. Да. Ага. Еще что можете добавить по этому случаю, по этому событию? Что требуете, что хотите? Хотите правосудия? Я хочу, чтобы виновник был наказан. Он сидит уже? Да, его закрыли под стражу на 2 месяца. Ага. А там уже пусть разбираются правоохранительные органы. Кто в чем виноват. Да, я не отрицаю, я тоже виноват. То, что я раньше не обратился там в милицию, не написал заявление. Но извините, везде связи есть у этого человека. Куда обращаться? Хочешь, не хочешь, ты... Ну, пошел бы я обратился. Ничего бы было, ничего бы и не изменилось. А жена тоже там работала вместе с вами? Нет, она не работала, она просто жила. Я работал, она просто жила. С вами жила? Да. Ага. Работали и сколько получали в месяц? Какие Сначала, работали в плане? сначала 15 тысяч получал, потом 10. И выполняя работу, я ухаживал за скотиной. То есть как разнорабочий. Это фазенда, это ферма, там делаешь все. Там нету определенной работы. А родственники Самаркина. с вами связались после задержания его? Приезжали, да, приезжали, мы разговаривали. Просили встречку. Просили встречи? Да. Ну, что они хотят? Больше со мной никто не связывался. Один раз я сказал, нет, я не буду ничего. Состояние здоровья стабилизируется. Врачи находятся под наблюдением у врачей. Врачи за ним наблюдают, и из-за этого я попросил, чтобы Сокулука перевели сюда. То есть, как бы, здесь есть все необходимое для ребенка. Говорят, что у ребенка ожоги. Да, на руках и на ногах. На руках он на печку обжегся. Печка железная, он об нее обжегся. Он сам обжегся? Ну, да. То есть он шел, видимо, ударился, ну как, упал на нее. А ноги, это вот тот человек ставил его на камне, пропотеть, типа баню для него делал. Баланын атасы Өзбекстандын, апасы Кыргызстандын жараны. Акыйкатчы институтунун маалыматына караганда Николай өлкөдө мыйзамсыз жүргөн. С Узбекистана мы переехали со всей семьей своей, мама, братья, бабушка, дедушка сюда. Они здесь рожденные, это их родина. Мы приехали сюда, мы все здесь. У меня здесь бабушка, дедушка, братья, правда, у меня в России, они уехали туда, а мать вот прилетает на днях. То есть бабушка Егора. Бул факты Сокулук районунун ички иштер бөлүмүнө катталып, териштирүү иштери башталды. Баланын денесине келтирилген жаракаттын бардык жагдайлары аныкталууда, керектүү экспертизалар дайындалды. Учурда сабады деп шектелген адам сурак берүүдө. Шектүү 2 айга камакка алынганына байланыштуу экинчи тараптын оюн чагылдырууга мүмкүн болгон жок. Николайдын айтымында шектүүнүн 3 баласы бар.